Уважаемые слушатели, я рада вас приветствовать на нашем вебинаре. Разрешите представиться, меня зовут Игнатова Ярослава Игоревна, я являюсь учителем-логопедом МАДОУ детский сад 61 города Сыктывкара, а также являюсь консультантом консультационного центра Коми Республиканского института развития образования. И сегодняшняя тема нашего вебинара – логопедический массаж в домашних условиях. Почему возникла тема именно такого вебинара? Потому что очень часто обращаются ко мне родители с детками, у которых нарушения речи, и эти нарушения речи трудно поддаются коррекции. И, естественно, эффективность логопедических упражнений с такими детьми не всегда высока, ввиду того, что внешне такие недостатки напоминают сложную форму дислалии, но они имеют достаточно длинную сложную динамику устранения. Это так называемые минимальные дизартрические расстройства. У всех детей с минимальными дизартрическими расстройствами имеет место полиморфное нарушение звукопроизношения, то есть нарушение практически всех групп звуков позднего онтогенеза. Это свистящие, шипящие, сонорные звуки. В основе этих расстройств, конечно же, лежат органические нарушения центральной нервной системы, проявляющиеся в форме легких порезов, изменения тонуса мышц, моторной недостаточности артикуляционного аппарата, то есть слабая подвижность артикуляционного аппарата. При таких формах речевых нарушений эффективно использовать, конечно же, логопедический массаж. Но давайте мы сначала рассмотрим, что такое вообще массаж. Массаж – это один из методов физического и энергетического воздействия на тело человека. Может успокоить, снять боль, помочь победить болезнь, даже способствовать умственному, речевому и физическому развитию детей. Что же такое логопедический массаж? Это метод активного механического воздействия, который изменяет состояние мышц, нервов, кровеносных сосудов и тканей периферического речевого аппарата. Данный метод представляет собой одну из логопедических техник, способствующих как нормализации произносительной стороны речи, так и эмоционального состояния лиц, страдающих речевыми нарушениями. Итак, что же входит в комплексную медико-педагогическую систему реабилитации детей, а также и подростков, и взрослых, страдающих тяжелыми речевыми нарушениями? Немножко предыстория такая. Массаж, логопедический массаж позволяет нормализовать тонус мышц речевого аппарата, улучшить состояние голоса, а также способствует улучшению, естественно, звукопроизношения, сокращению времени по формированию произносительной стороны речи. Даже при выраженной неврологической симптоматике использование логопедического массажа дает достаточно хорошие результаты. И если в комплексе смотреть систему коррекционных мероприятий, то логопедический массаж, он предваряет артикуляционную, дыхательную, голосовую гимнастики. Такой массаж применяется для правильной постановки звуков речи и развития артикуляционного аппарата у детей, начиная от младшего дошкольного возраста. В основном логопедический массаж делается на лице, голове, шее, но также включает язык, губы, щеки, небо ребенка. Какие же показания могут быть к логопедическому массажу? Естественно, в комплексе с другими методиками. Это такие нарушения, возможно, многие увидят в своих карточках медицинских, вернее, в карточках своих детей, что есть показания к логопедическому массажу у детей с дизартрией, с стертой дизартрией или, как я уже говорила, с минимальными дизартрическими расстройствами. Недоразвитие речи у детей, моторная алалия, сенсомоторная алалия, функциональная органическая дислалия. У взрослых это нарушение речи может проявляться после инсульта. Есть такое речевое нарушение, как афазия. Дети с ДЦП, с детским церебральным параличом. Это отдельная тема, конечно, мы ее на данном вебинаре рассматривать не будем.
Так, ну давайте еще посмотрим, что же входит в массажный комплекс. В массажный комплекс входит развитие ручного праксиса, развитие тактильных осязательных ощущений, релаксация, собственно, сам массаж, дифференциальная артикуляционная гимнастика. Давайте теперь рассмотрим, наверное. Ну вот можно посмотреть еще. В логопедической практике могут быть использованы несколько видов массажа. Дифференцированный – это активизирующий или, наоборот, расслабляющий массаж, основан на приемах классического массажа. Также точечный массаж, то есть массаж по биологическим активным точкам, активизирующий или расслабляющий. Массаж с применением специальных приспособлений или зондовый массаж. Про зонды я вам позже покажу, что такое логопедические зонды. Также используются шпатели, зубные щетки, игольчатые молоточки, вибромассажеры и так далее. Дальше в вебинаре мы с вами посмотрим. Ну и элементы самомассажа. Так, давайте вспомним, что же такое развитие, узнаем, что такое развитие ручного праксиса. Ну, естественно, ручной праксис – это наши руки. Кончики пальцев рук – это, как еще говорят, второй мозг. Еще великий немецкий философ Кант писал, что рука является высшим наружу головным мозгом. Многочисленными исследованиями специалистов подтверждено, что уровень развития речи зависит от степени сформированности тонких движений пальцев рук. Вообще развитие мелкой моторики любого вида является мощным тонизирующим фактором. Давайте вспомним, что вот начиная уже с маленького, с младенческого возраста, уже можно с детками играть какие-то игры с пальчиковой гимнастикой. Да? Сейчас достаточно большой выбор речи с движениями, для пальчиковой гимнастики и различные стихи есть, и песенки есть. Поэтому с пальчиками можно работать прямо начиная с маленького-маленького возраста. Прогноз о наличии или отсутствии у ребенка предрасположенности к патологии речи можно строить достаточно рано. Считается, что если он в 7-месячном возрасте уже может вытащить пальчик из кулачка, только указательный палец, это свидетельствует о хорошем прогнозе, что у ребенка малая вероятность иметь патологическую речь. Итак, уважаемые родители, обращайте внимание на то, какая у ребенка рука ведущая. У детей с доминантным левым полушарием лучше работает правая рука, а с доминантным правым полушарием работает левая рука. Сейчас таких детей становится все больше и больше. Встречаются дети, которые одинаково хорошо работают и правой, и левой руками. Таких детей называют амбидекстры. Не вдаваясь в подробности существующих теорий, можно напомнить родителям, что нет необходимости переучивать ребенку левшу, работать только правой рукой. Это чревато для него довольно серьезными последствиями и могут возникнуть негативные проявления психики и невроза. Ну и какие упражнения можно брать для того, чтобы развивать мелкую моторику. Это упражнения по выработке обобщенного зрительного образа предмета, внутренние и внешние обводки плоских фигур и штрихования, дорисовывание второй половинки рисунка, его деталей, рисование по образцу, упражнения по выработке обобщенного двигательного образа предмета, плетение, шнуровка, завязывание узлов, бантиков, вышивание, вязание, имитация жестом различных конкретных предметов действий. Упражнения по выработке мускульной памяти, которые непосредственно подготавливают руку ребенка к письменной речи. Это отвинчивание, завинчивание пробок различной величины, конфигурации, вращение между пальцами рук бруска, карандаша, гладкого или ребристого, бобины с нитками. То есть все это проделываем между пальцами, игры. Нажимание кнопок пульверизатора, выкладывание букв из счетных палочек и шнуровка, игра с воображением на воображаемом пианино, выкладывание колодца из палочек. В общем, игр очень много, тем более сейчас, если мы заглянем в наш помощник в интернет, найти массу можно игр именно для развития интересных игр, которые будут заинтересовывать ребенка не только
как шнуровка, классика наша, да, но и различные другие игры, которые заинтересуют ребенка. Но дальше мы пойдем. Развитие тактильных ощущений. С улучшением тактильной чувствительности пальцев рук рефлекторно улучшается тактильная чувствительность артикуляционного аппарата. Для развития тактильной чувствительности можно рекомендовать следующие упражнения. Выложить с помощью мелких предметов рис, горох, фасоль, спички, узор по пластилину, нанесенную тонким слоем на фанеру. Ну или на фанеру, на картон, на любой другой плоский материал. Выполнить мозаику из пластилиновых шариков, вылепить геометрические фигуры, цифры, буквы, определить закрытыми глазами, каким пальцем его рук притрагивается педагог. Да? То есть сначала нужно выучить с ребенком название наших пальчиков, и потом, когда ребенок закрывает глазки и пытается определить, к какому пальчику дотронулся педагог, да, или взрослый. Вот, к указательному, среднему пальчику или большому пальчику. Также для того, чтобы можно, помимо выкладывания различных материалов, да, сейчас очень хорошо зарекомендовали себя камешки Marbles. Такие стеклянные, их можно купить в фикс-прайсе, достаточно много этих камушек. Дети очень любят с этим материалом работать, он тоже разный бывает по своей форме, и вот с этими камушками достаточно легко и приятно работать. Также, что же можно тактильно ощущать? Закрытыми глазами ощущать фактуру материала, найти в комнате предмет, сделанный из этого материала. Ну, то есть какие материалы? Мягкий, там, можно брать губку, пенопласт, то есть не пенопласт, а такой мягкий материал, не буду вспоминать, сейчас мучиться, твердый материал, шершавый материал, ребристый материал, любое все, что у нас имеет тактильное ощущение, любой предмет мы можем использовать в работе с детьми. Также закрытыми глазами можно работать именно левой и правой рукой, как бы находить нейросенсорные вот эти связи, то есть чтобы ребенок мог ощущать и правой рукой предмет, и левой рукой мог понимать, что это за предмет он трогает. Да? Можно, закрыв глаза, прощупать предмет, например, заданный предмет, то есть дается, взрослый задает найти, например, шар в мешочке. И ребенок должен нащупать или найти на кубик, да, то есть ребенок ощущениями, то есть тоже так же и левой рукой, и правой рукой попробовать прощупать. Поиграть с детками в сухом бассейне. Сухие бассейны, они также могут быть различные, как говорится, классика это горох, фасоль. Фасоль самый благоприятный, такой достаточно благоприятный материал для того, чтобы создать сухой бассейн. Так, затем еще один из видов, который входит в комплексный массаж, это релаксация. Секрет успешного массажа состоит в предварительной релаксации, расслаблении. Релаксационные упражнения подготавливают ребенка к массажу. Сеанс любого массажа желательно начинать с приемов общего расслабления. В принципе, релаксирующий массаж – это любая поза, при которой мышцы максимально расслаблены, дыхание не затруднено. Дальше мы с вами немножко рассмотрим, как можно расслабить ребенка перед массажем. Так, ну и, естественно, сам, собственно, массаж, о котором мы поговорим чуть позже. Так, ну, следующий у нас, начинаем про массаж и вот приемы. Какие же приемы используются? И это основные такие 4 приема. Первый – это поглаживание, когда рука скользит по коже и слизисто, не сдвигая и не сбивая, собирая кожу в складки. Если прием проводить медленно, он снижает тонус. Поглаживание обычно начинает вернее, и заканчивает процедуру. Также поглаживание применяется в промежутках между другими приемами. Ну вот просто берем, я на ладошке показываю, да, просто поглаживание. Поглаживание, расслабление. Растирание – это смещение, растяжение
при движении ткани в различных направлениях. Рука смещает кожу, но не давит ее вглубь, то есть не надавливая. Да? Мы вот, если на тыльной стороне посмотреть, вот растирание у нас идет. Вот, то есть мы их, если поглаживание, оно легкое идет, то растирание, оно уже больше с сдвиганием кожи. Так, быстрое растирание стимулирует, а медленное, это если 9 движений в минуту, расслабляет. Разминание – это смещение ткани с захватом действия стимулирующее даже при локальном воздействии. Разминание аналогично пассивной гимнастике. Вот мы если берем, вот мы разминаем, да, наши мышцы. Разминание аналогично пассивной гимнастике. Избыточное разминание ведет к запредельному расслаблению. Если разминание занимает четверть массажного времени, будет оказано только трофическое воздействие, то есть ускорение тока крови и лимфы выражается оно в улучшении доставки клеткам ткани кислорода и других питательных веществ. Если половину массажного времени, то уже это стимулирующее действие. Ну и так, вибрация идет. Это подача колебаний руки взрослого на массируемой ткани ребенка. Вибрация бывает двух видов. Прерывистая с отрывом от руки от поверхности кожи. Это поколачивание, постукивание. Вот. Она стимулирует мышцы. Я еще говорю, что когда мы делаем, дождик пошел, да, вот капельки капают, да. Непрерывное это колебание передается без отрыва руки, да, вот они вот вибрации вот идут, то есть мы вот какую-то точку берем и вот ее как бы вибрируем ею. Так. Дальше. Ну, советы по выполнению логопедического массажа дома. Для проведения процедуры секундочку. Так, ну давайте вот, наверное, скажу еще по показаниям, какие показания к логопедическому массажу есть. Это мы уже говорили, да, простите. Так, для проведения процедуры взрослый должен получить консультацию, конечно же, логопеда. Желательно первый раз самостоятельно выполнить массаж в присутствии специалиста. Подходящее время через 2 часа после еды. Подготовительный этап. Ну, естественно, это надо проветрить помещение, выполнить гигиенические процедуры. Вымыть руки, вымыть ребенка, естественно, лицо вымыть его, губы вымыть, чтобы все было чистенько. Прополоскать рот ребенку. Также взрослый должен подготовиться так, что лучше надеть маску, обычную вот медицинскую маску, для того, чтобы, потому что бывают разные случаи, когда и слюна попадает на лицо взрослого, когда мы что-то выполняем. Естественно, чтобы себя тоже обезопасить. Поза ребенка должна быть во время логопедического массажа лучше лежа. Поверхность должна быть ровная, то есть не нужно никаких подушек подкладывается либо валик под шейный отдел, чтобы ровно и удобно было лежать ребенку. Ну или полусидя ребенку выполняется массаж. Чередование упражнений для разных частей тела. Это губы, нижняя челюсть, язык, небо. Мы дальше там посмотрим с вами, как все можно дома выполнять. Чередование движений – это поглаживание, похлопывание, прощупывание, смыкание губ, движение по спирали, по зигзагу. Мы тоже об этом посмотрим с вами. Но вот уже вот в предыдущем я уже вам в слайде показывала, да, то есть какие приемы: поглаживание, растирание, разминание и вибрация. Это основные. И как уже я тоже вам сообщала, что массаж начинается и заканчивается с поглаживания. В течение каждого сеанса выполняется от 5 до 7 упражнений, повторяя каждое по 5-7 раз. Продолжительность сеанса от 5 минут – это начальный этап с постепенным увеличением до 15-20 минут. При проведении процедуры с младшими дошкольниками, это где-то около 2 лет, массаж выполняется не более 2-3 минут. Частота и график сеансов по рекомендации, естественно, врача. Процедура выполняется каждый день или через день. Длительность курса от 10 до 20 сеансов. После перерыва не менее 3 месяцев курс можно повторить. В течение года разрешается выполнять массаж 2-3 раза, проводя обязательно систематические консультации со специалистом.
Ну, естественно, выполняя массаж, конечно, следите за состоянием ребенка. Он не должен уставать, он не должен испытывать дискомфорт, какие-то болевые ощущения и неприятные ощущения. Так, ну и сейчас затронем, какие противопоказания являются для того, чтобы массаж какое-то время не проводить. Ну, это гематомы на участке тела, которые нужно массировать, грибковые, гнойничковые заболевания кожи у ребенка или логопеда, или взрослого, который проводит массаж, заболевания капилляров или крови, активная форма туберкулеза, тромбоз сосудов, отек квинки или острокрапивница в анамнезе, фурункулез, онкологические заболевания, ОРЗ, инфекционные раны, эпилепсия, гиперчувствительность. После перенесенной ребенком ангины логопедический массаж можно проводить только спустя 2 недели после выздоровления. Так. Ну и давайте, наверное, перейдем непосредственно к технике проведения логопедического массажа. Да, я еще хотела тут затронуть вопрос по поводу того, что вот часто приходят детки, у которых гиперсаливация. Гиперсаливация – это активное слюнотечение. И вот даю часто родителям советы, как преодолевать вот это затруднение, то есть чтобы ребенок мог избавиться от слюнотечения этого активно или хотя бы снизить его. Какие у нас, значит, есть упражнения? Это, естественно, учить ребенка хорошо жевать. Бывает, часто обращаются родители, которые говорят, что вот мы ему тяжело жует, мы ему перетертую пищу даем. Вот. Сразу скажу, что помимо того, что почему ребенок слюнотечение, почему плохо жует? Потому что, естественно, родители будут не получается, но мы перетрем. Давайте ребенку хотя бы маленькими порциями для того, чтобы он мог грызть твердую пищу. Ну, там, морковку, яблоко, это обязательно должно быть в рационе ребенка. Исключая, конечно, грубые, тяжелые патологии, конечно, когда уже ребенок действительно там не может, это уже занимается этим специалист. Как мы учим жевать? Мы учимся жевать, наклоняя голову назад. То есть мы можем, во-первых, развиваем жевательные мышцы, пережевываем, учимся, тренируемся. Вот. И активно вот у нас жевательные мышцы, они работают. Мы прокинули голову, глотнули слюнку. Также учимся подсасывать слюну, почаще проглатывать слюну одним толчком. То есть пожевали, сглотнули. Так, чтобы взрослый мог видеть, как вот ребенок глотает, глотательный рефлекс вот это был, да. Бывает, детки сглатывают слюну так. То есть это, конечно, неправильно. Нужно обязательно сглатывать. Пожевали, сглотнули. То есть накопилась слюна, сглотнули. То же самое. Напрокинули, вот я вам говорила, жуем, накопили слюнку, сглотнули. Также, естественно, вращать языком в преддверии рта, затем глотнуть слюну. То есть сглотнули слюнки. Так, положение. Так, ну вот мы теперь, наверное, самому непосредственно массажу переходим. Так, значит, ну, по организации я вам уже сказала, да, что лучше, конечно, проводить лежа массаж, либо полусидя. Общее расслабление, что это такое? Значит, сеанс начинается с общего расслабления, с релаксации. Релаксирующей является любая поза, при которой мышцы максимально расслаблены. Ребенок дышит свободно. Наиболее удобными позами являются лежа либо полулежа. Вот здесь на первом рисуночке мы посмотрим, да, что расслабление ног. Ноги согнуты в коленях, ступни стоят на кушетке. Взрослый покачивает ноги ребенка, удерживая их за колени из стороны в сторону. И
Затем с высоты 5 сантиметров ноги легко бросаются на кушетку, чтобы не было сильного удара. Также расслабление рук идет поочередное. Вот мы здесь посмотрим. Поочередное потряхивание пальцев рук, затем предплечья и всей руки. Взрослые при этом проговаривают: пальчики полетели, кисть полетела, вся ручка полетела. Полетела и упала. Затем рука бросается на кушетку со словами: отдыхают ручки. Естественно, высота должна быть небольшая, чтобы вот такое потряхивающее движение было. Расслабление шеи. Голову уронили вперед, то есть вот упала голова, уснули. Затем голову запрокинули, покачали влево-вправо. Вот мы здесь посмотрим, да, рисунок Б. Или наклонили вперед, тоже точно так же покачали из стороны в сторону головой. Да? Я думаю, что достаточно такие упражнения не только детям делать, но и взрослым. Будет очень полезно. Дальше мы переходим к массажу мышц шеи. Необходимо отметить, что при расслаблении мышц шеи рефлекторно расслабляются мышцы корня языка. Здесь ямочка такая, почувствовать корень языка. Массаж мышц шеи. Необходимо отметить, что при расслаблении мышц, так, это я уже сказала, медленное поглаживание шеи в области горла попеременно ладонями обеих рук сверху вниз. Вот на рисуночке показано. Да? Поглаживание около ушной области лица по боковой поверхности шеи до подмышечных впадин. Видим, да, видите, у нас получается от околоушной области и вниз идет. Так, и затем у нас поглаживание задней поверхности шеи ладони обеих рук от затылка и вниз, через боковую поверхность. Вот у нас получается. До подмышечных впадин. Сюда можно включить расслабляющие упражнения для мышц шеи, описанные выше. Так, дальше у нас идет массаж лицевой мускулатуры. Ну вот смотрите, на детском лице поглаживание, разминание проводится 2-4 пальцами обеих рук. Либо вот так берем, либо вот так. Вот они у нас идут. Движение проводится обеими руками равномерно с двух сторон. От середины лба к вискам, от середины лба до ушных раковин, от середины лба до ушных раковин, и далее через щеку к подбородку. Ну, вот они рисуночки, да, мы видим. То есть сначала вот так, потом вот идет до ушных раковин, потом мы проводим до подбородка. Затем мы идем от бровей к волосистой части головы, от спинки носа к ушным раковинам и от мочек ушей в обратную сторону, к крыльям носа. Да, получается вот так же пальчиками, либо вот 2 пальчиками мы идем, если видно, да, получается. Идем от спинки носа к ушным раковинам и в обратную сторону. Дальше. Массаж щек и круговой мышцы рта. Легкое разминание щек подушечками пальцев, движения круговые по всей поверхности, пощипывание указательным большим пальцем выполняется очень легко. Рекомендуется при гипотонусе. Гипо – это значит повышенный, пониженный тонус. При спастичности мышц и на первых сеансах массажа выполнять не рекомендуется, то есть пощипывание. Вот этим. То есть когда уже ребенок адаптируется, тогда уже только мы можем. Пальцевый душ или легкое похлопывание подушечками пальцев по всей поверхности щеки. Ну, вот он, третий. Вот. Да? Так, и похлопывание по надутым щечкам. То есть ребенок надувает и похлопываем. Ребенок старается удерживать щечки в надутом состоянии, да, то есть мы вот тоже так же с детками я пощипываю, похлопываем, и потом хлопаю на щечки, и сдувается шарик наш. Массаж щек и круговой массаж мышц рта производится с внутренней стороны щек шпателем соской. Вот я вам сейчас покажу. Вот такой шпатель, соска. Это достаточно
старинный такой инструмент, но очень надежный и удобный. Ребенка просит открыть рот соской и пальцем, либо пальцем на пальчнике, то есть вы надеваете на пальчник. Щеки массируются с внутренней стороны легкими круговыми движениями. Таким же образом соска проходит под верхней губой, затем массируется другая щека с внутренней стороны и нижняя губа. Вот, обратите внимание, вот видите, то есть массируются щеки, начиная от центра, вращательные движения такие. И затем вот идем по внутренней стороне губы. Вот если языком покажу. Так, дальше что мы делаем? Так, после массажа щек и круговой мышцы рта рекомендуется выполнить упражнение, укрепляющее мускулатуру щек. Ребенок поочередно надувает и втягивает щеки в спокойном темпе, удерживая их в каждом положении 3-5 секунд. Толстячки, худышки. То есть вот такое упражнение. Ребенок поочередно надувает щеки, как бы перегоняя воздух из одной щеки в другую щечку. Вот мы здесь смотрим тоже тут толстячки, худышки. Здесь перегоняем воздух вот на этом рисуночке, да? Так, следующее у нас круговые движения языка с внутренней стороны щек и губ. Правая щека под верхней губой, левая щека под нижней губой. Нарисовать 5-6 кругов в одну сторону, рисуем кружок в другую сторону. Так. Сжать губки, надуть щеки, удержать воздух 2-3 секунды и выпустить его через губы, произнося пх. Да? Самовар. Сжали губки, подержали, пх, выдохнули. Так. Ну и еще использование таких изотонических упражнений для щек. Можно их найти в интернете, я уже не стала их распечатать, потому что тут идет в стихотворной форме тоже. Губки тянутся вперед, пальчик губкам не дает. Вот. То есть тянемся, отталкиваем назад. Вот. Также с щечками можно изотонические упражнения производить с язычком и с шеей. Следующее мы с вами посмотрим. Массаж носогубных складочек. Данный массаж особенно рекомендуется при асимметрии сглаженности носовых складок. Что мы делаем? Поглаживание вдоль носогубных складок сверху вниз указательными и средними пальцами. Вот первый рисуночек мы смотрим, да? Поглаживание носогубных складок в стороны. Указательными пальцы помещаются в носогубные складки, выполняют легкие поглаживающие движения в сторону. Спиралевидные движения с одновременным продвижением по носогубным складкам. Спиральки у нас. Вот рисуем их спиральки. Разминание носогубных складок. Легкие точечные движения по носогубным складкам. Точечки. Пальцевый душ. Легкое похлопывание по носогубным складочкам. 1-2 пальцами по ходу носогубной складки. Вот похлопывание. Можно 2 пальчиками похлопывать. Так, дальше мы идем на массаж губ. Обратите внимание. Так, массаж губ выполняется указательными и средними пальцами обеих рук. Поглаживание над верхней губой и под нижней губой от середины к краям. То есть вот средний указательный, вот мы поглаживаем. Вот. Дальше поглаживание по верхней, нижней губе от середины к уголкам губ. Вот. По самой губке мы поглаживаем, да? То есть вот так. То есть если мы над губой, теперь на губе поглаживаем. То же самое. Так, разминание губы между большими и указательными пальцами. Разминаем губку.
Указательный палец вводится между губой и зубами, подушечкой к себе. Большой палец передвигает губу вокруг подушечки указательного пальца. Массаж проводится с верхней и нижней губами. Ну, вот, получается, двигаем губку. Далее можно сделать пассивную гимнастику. Предлагаем следующие приемы. Это собирание губ в складочку. Собирание губ в складочку. Указательным пальцем помещается на точку, находящуюся между серединой верхней губы и углом рта с обеих сторон. Движение направлено к средней линии, так что губа собирается в вертикальную складочку. Также такое движение проделается с нижней губой. Да? То есть, получается, собираем губы между серединой и верхней губой. Проделываем. Пальцы взрослого помещают в то же положение, но движение направляется вниз по нижней губе, обнажая нижнюю десну. Так, это немножко другие упражнения тут. Поставила, то есть вот мы обнажаем нижнюю десну, потом верхнюю десну. Следующее упражнение, да? Следующее упражнение у нас улыбка-трубочка. Пальцы логопеда или взрослого помещаются в угол рта, губы растягиваются в улыбке. Ага, я вам тут немножко да не то сделала. Ну ладно. Так, растягиваем губки. Вытягиваем, да, то есть помогаем, когда ребенку сложно вытянуть губки вперед. Данные приемы пассивной гимнастики помогают детям перейти от самостоятельному выполнению к самостоятельному выполнению данных упражнений. Похлопывание или пальцевый душ по верхней губе выполняется очень легко указательным и средним пальцем. Выполняем, да? Пощипывание проводится от средней линии к уголкам губ. Рекомендуется при гипотонии мышц губ. Гипотония – это значит слабость. Вот. И мы пощипываем от средней линии и к уголкам пощипываем. Да? Точно так же вот пощипали. Дальше переходим вот как раз к массажу языка. Массаж языка удобно проводить соской, надетой на шпатель, как я вам уже показывала. Да? Можно массировать просто чисто вымытыми руками. Либо одеваем напалечники, либо надеваем перчаточки. Есть сейчас очень различные виды перчаток, силиконовые, такие из приятного материала. Можно в них проводить. Именно в мышцах языка наиболее выражено спастическое напряжение, которое затрудняет его подвижность и препятствует работе по звукопроизношению. Массаж языка следует проводить после общего расслабляющего и описанного выше массажа шеи и лицевой мускулатуры. Следует помнить, что мышцы языка тесно связаны с мышцами нижней челюсти. Движение языка вниз полости рта и его расслабление проще всего достигается при одновременном опускании нижней челюсти. Для того, чтобы ребенок научился опускать нижнюю челюсть, можно применять следующую пассивную гимнастику. Поместить большой палец на палечнике за нижние зубки. Вот у нас картинка. А остальные пальцы подвести под подбородок. Под тяжестью большого пальца нижняя челюсть плавно опускается вниз, но сильно не давите, чтобы не сделать ребенку больно. То есть вот мы давим, опускаем. Пальцы взрослого помещают на точки, находящиеся между серединой верхней губы и углом рта с обеих сторон. Пальцы легко раздвигают с упором на нижнюю губу, нижняя челюсть опускается. Вот он второй у нас рисуночек. То есть легко раздвигаем с упором на нижнюю губу. Поглаживание по всей линии подбородка, массирование точек под углами нижней челюсти, описанное выше, тоже способствует расслаблению жевательных мышц и открыванию рта. То есть вот, гладим подбородок, массируем точку под углами нижней челюсти. Вот у нас. Ребенку предлагают открыть рот, высунуть язык, удерживая кончик языка марлевой салфеткой, проводит массаж языка. После выполнения нескольких массажных движений ребенку дают отдохнуть. Проводит следующие приемы массажа. Вот посмотрите, поглаживание от средней части к кончику.
Постепенно можно продвигаться ближе к корню языка, то есть уже выше. Сначала начинаем с кончика, потому что нужно понять, есть ли у ребенка рвотный рефлекс, потому что не все дети принимают. Даже начиная массаж, вы всегда должны с ребенком рассмотреть, чем вы будете выполнять массаж, чтобы ребенок мог на ладошке ощутить прикосновения вот эти тактильные, да, и чтобы ребенку было приятно эти ощущения. И только после этого вы переходите на массаж язычка. Вот. И, естественно, начинаете, как уже на рисунке показано, с кончика, потому что мы не знаем, как ребенок будет реагировать. Если все нормально пойдет, то уже мы начинаем с серединки языка следующее упражнение. Так. Давайте посмотрим дальше. Также выполняются зигзагообразные поглаживания от середины языка к кончику, поглаживание от середины линии языка в стороны. Следующее поглаживание переднего края языка по периметру. Вот у нас передний язычок, край языка. И от середины линии в стороны по краю языка. Вот. То есть от серединки получается, вот мы здесь так делаем, да, от средней линии. Также и сверху, вот точно так же выполняем. Дальше разминание переднего края языка от середины в стороны, руками, вот видите, вот мы здесь посмотрим. Выполняется большим указательным пальцем. Похлопывание соской или пальцем по краю языка. Вот оно упражнение. Сверху вниз похлопываем. Следующее. Плавное поглаживание по боковым краям языка большим указательным пальцами одновременно. Рот открыт, губы в улыбке, язык высунут. Кончик языка придерживается салфеткой. Обратите внимание, вот оно, упражнение. Поглаживание проводится от кончика языка к корню и обратно. От кончика к корню и обратно. Легкое надавливание большими указательными пальцами одной руки по боковым краям языка. Пальцы продвигаются от кончика к корню и обратно. Положение языка то же самое. То есть вот мы двигаемся, надавливаем на язык, начиная от кончика и к серединке. Так. И еще упражнение перетирание боковых поверхностей языка большим указательным пальцами одной руки. Сжать пальцы с двух сторон, боковые края средней части языка и массировать захваченную область в течение 5 минут. То есть вот схватили и массируете. Вот. Передвинуть пальцы, перетирать следующий участок. То есть начиная от кончика и идем к корню языка тоже. После массажа, особенно при спастичности, спастик – это когда вот тяжело двигается язык, попросите ребенка спокойно уложить язык по рту. Язычок лег на кроватку. Можно помочь ребенку аккуратно положить язык на шпатель, прикрывая им кончик языка. И часть спинки чуть прижать язык. Вот положили язычок на шпатель, чтобы отдохнул, чтобы расслабился. Так. Регулярное выполнение приемов помогает значительно уменьшить спастичность языка. Для этого можно использовать шпатель, рулетку из набора логопедических зондов. Но как бы зондом мы не будем, наверное, лучше вот все-таки заниматься вот таким подручным средством. Логопедические зонды я вам покажу, конечно, вот они у меня есть. Вот, конечно, специалисты проводят зондами. Здесь у меня, правда, не все. Вот. Я думаю, познакомительных. Зонд. Такой зонд, крючочек. Тоже достаточно приятный для воздействия. Вот есть такие, есть покалывающие зонды. Я просто с собой не взяла. Вот такие зонды, массажные. Так. Ну вот мы, наверное, с вами еще посмотрим тут, какие еще могут предметы использоваться.
Воздействовать на мышцы можно не только руками, зондами, шпателем, но и другими предметами, простыми и специализированными. Можно делать логопедический массаж в домашних условиях с помощью подручных средств. Ну, какие это? Может быть, зубная щетка, ложки, чайные ложки. Но надо смотреть, чтобы не было никаких заусенец, чтобы были предметы гладкие, приятные на ощупь. Щетки должны быть обязательно с мягкой щетинкой. Есть еще такие специальные щеточки, надеваются на пальчик, для младенцев покупают, чтобы массировать десенки, когда зубки прорезываются. Можно такой щеточка, силиконовая щеточка. Вот. Чайные ложки используются, чтобы их выпуклость поверхностью поглаживать, с легким надавливанием на виски, вокруг глаз, на щечки, мышцы, подбородок, губки. Каждое движение выполняется по 8 раз. Новую зубную щетку с мягкой щетиной, еще раз обращаю внимание, можно применять для массирования языка и неба. Чтобы собирать выделяющуюся при массаже слюну, под язычок кладут ватные тампоны, которые своевременно меняются каждые 2 минутки. Ну и учиться, естественно, сглатывать детей. В качестве специализированных средств по работе с логомассажем используют различные электрические и силиконовые логопедические массажеры, которые воздействуют на органы артикуляции человека с колебаниями высокой частотности. С помощью различных съемных насадок данные моторные инструменты влияют на расслабление или напряжение мускулатуры. Режим вибрации выполняет роль сенсорного стимулирования при нарушении чувствительности. Для работы с детьми с аутистическим спектром специально разработаны жевательные логопедические насадки, которые сделаны из твердой пищевой резины и выглядят как игрушки, но выполняют важную сенсотерапевтическую функцию, тренируют челюстные мышцы и оральные моторные навыки детей. Каждая насадка имеет разную форму, цвет, размер и степень твердости. Вот я здесь подобрала. Вот, смотрите, вот массаж можно проводить ложками. Тут используются пластиковые ложки. Ну вот можно использовать обычные ложки чайные. Они эффект такой еще немножко прохлады дают. Когда они растираешь, они уже начинают становиться теплыми. Также вот массаж зубной щеткой. Вот электрические такие массажеры есть с насадками различными, да, и вибрации. Вот я принесла тут еще показать вам, есть такие специальные коктейльные палочки, да, вот есть палочка, у которой шарик на конце, видно. Такой тоже можно как бы делать массаж, да, поглаживание. Вот. Видите? Можно вот этой частью гладить всей, да, пошлепывание выполнять. Здесь вот такая лопаточка, да, тоже ей тоже можно делать, тоже точечные можно производить какие-то движения. Вот. Но самое главное, обращайте внимание, чтобы не было никаких зазубрин, чтобы ребенку не было дискомфорта при выполнении массажа. Вот тут, например, есть заусеница такая, где-то на какой-то палочке вот затирала, чтобы был гладкий шарик, да? Вот. Ну и вот элементы самомассажа. Посмотрите внимательно, что можно с ребенком разучить уже более старшего дошкольного возраста и играть. Ручки разминаем, растираем, согреваем, сжимаем, разжимаем кулачки, потирание ладоней, хлопки и лицо ладошками нежно умываем. Круговые движения, вот они, делаем массажи в разные стороны, вокруг глазниц, вот так кружочки рисуем, да, то есть все можно сделать, и стихи подобрать, и самим придумывать что-то. Грабельки сгребают все плохие мысли, граблеобразные движения пальцами от середины лба к вискам. Вот мы с вами делали, как бы если взрослый делает, а тут можно с ребенком самомассажем заняться, да. Ушки вниз подергаем быстро-быстро, оттягиваем ушные раковины вниз, мочки оттягиваем. Побежим от носа пальцами мы к ушам. Стучащим движением перебираем от носа к ушам по массажным линиям. Вот побежали, да, то есть используем
кто-то 2, может быть, кто-то 7 пальчиками может. Также и ушки мы вперед сгибаем и мягко растираем. Сгибаем ушные раковины, их растираем ушки. Вот мы их растерли, да. Гладим щечки по дорожкам вверх-вниз, вверх-вниз. То есть вверх можно, да, пальцы от носа и к уголкам губ. Вот так. Вот. Вот. От середины подбородка по массажным линиям к вискам. Вот от середины и гладим. Вот, гладим. То есть либо гладим сначала, потом можно растирать, когда вот научить, да? Вот, подтягиваем. Но не глубоко. То есть мы, как мы уже говорили, растирание, то есть не вглубь. Дальше. Вверх натягиваем бровки, вверх, вверх, вверх. Натягиваем, вот получается, это вот середина бровей и к волосам вверх по 3 раза. Так, а теперь погладим губки. Гладим губки от середины к сторонам. Вот то же самое, что вы делали, то делает сам ребенок, может выполнять. Ну и так далее. Следующие упражнения. И губы мнем мы, и последний у нас получается, погладим шейку тихонько, да, вот все погладим и завершаем, естественно, поглаживание всего личика и шейки поглаживаем. То есть такое расслабление, релаксация. Ну и что хочется сказать самое главное. Настроение – это самый главный помощник логомассажа. Если вы дополните логопедический массаж артикуляционной гимнастикой, дыхательными упражнениями, изучением и проговариванием скороговорок, играми для крупной и мелкой моторики, чтением детской литературы, активным эмоциональным общением, то добьетесь очень хороших результатов. Выполняя массаж своему малышу дома, не забудьте о самом главном – о вашем настроении. Тепло ваших рук, спокойствие и уверенные движения, доброжелательная улыбка, любящий взгляд – это лучшие помощники преодоления любого недуга. Я желаю вам успехов, чтобы ваши детки росли здоровыми, чтобы научились красиво разговаривать. Для этого помогайте своим малышам. Я благодарю вас за то, что вы приняли участие в нашем вебинаре. Надеюсь, что мои какие-то рекомендации, они вам помогут. Если есть вопросы, то, конечно, я буду очень рада вам помочь и ответить. Обращайтесь к нам в консультационный центр, если у вас возникают вопросы по речи ребенка, что какие-то проблемы. Вот. Но самое главное, не забывайте о том, что начиная логопедический массаж, конечно, обязательно обращайтесь к специалисту, к своему логопеду, или лучше прийти к нам сюда, в консультационный центр, и мы обязательно вам поможем. Я благодарю вас за внимание. До новых встреч!